Туймазинском районе волонтеры готовят кикиморы для бойцов, так называют маскировочные костюмы. Благодаря им снайперы сливаются с природой и незаметны противнику. Заявок на них много. Наша съемочная группа побывала в одном из пунктов плетения, который находится в Кандрах. Материал Дилии Махмутовой. Режу вот такими, и потом мы из этих делаем вот такие и травки, и листочки делаем для кикиморы. Плести необходимо в определенном порядке, чтобы бойцам стать невидимыми и максимально слиться с местностью. В таком костюме солдата не увидит даже дрон-разведчик. Кикимору на поле боя особенно ценят снайперы, потому заказов на них много. Предназначены для разведчиков, снайперов или что-то там, чтобы они укрывались и чтобы их не видно было. Они укрываются, и вот эти летающие, как они называются, они их не замещают. Дроны, да, вот эти. У меня, конечно, большая, маленькая такая работа, но надеюсь, что это тоже помощь. Первые сети плелись на основе рыболовных. Они были белые. Их красили марганцовкой и оплетали лентами. Теперь для создания маскировочного эффекта используют спецоснову и ткань спанбонд. Плетется одна накидка руками 5 женщин за 2 дня. На них крепят и паучки. Своего рода это имитация травяного покрова. Волонтеры села Кандры подготовили уже километры таких маскировочных сетей. Вообще в целом у нас вот только наше отделение, вот Туймазинское, где-то штук 300 этих сетей уже сплели. Материал мы благодаря спонсорам, благодаря нашим же пожертвованиям, которые мы сами же вносим и просим людей вносить, мы покупаем материал централизованно через Туймазы. Надеемся, что все это защищает, потому что обратная связь всегда есть. Постоянно вот готовим, и все это у нас все уходит туда, через Туймазы, все увозят. Очень много просят сетей, очень много. И узкие, и короткие просят. Свечи, спички, одеяла, подкопники, подшлемники, простыни. Все это делают волонтеры своими руками. Помещение никогда не пустует. Неравнодушных жителей, готовых помочь бойцам на фронте и попробовать свои силы в волонтерской деятельности, в селе достаточно. Их объединяет одна цель – помогать землякам ковать победу. Поддержка в тылу дает силы военнослужащим не сдаваться в непростых условиях. Дилия Махмутова, Виктор Миренков. Новости, Туймазинский район.